Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І са мной сёння моя суразмоўца на сувязі дэпутат Мінгарсавета Ольга Цісакова. Добрый день, спадарня Ольга. Здравствуйте. Говорить будем про страшную и нашумелую навіну про тое, что нейкім чынам сталася так, что Ольга Цісакова нібыта разом со своим коллегом, депутатом Павлом Бочарниковым, стали депутатами-изгоями. Их не пустили, скажем так, да ўдзелу, не зрабілі дэлегатамі гістарычнай падзеі усебеларускага народнага сходу. Але вось дайшлі да мяне звесткі, што не так усё дрэнна, скажем так. Так што ж усё ж таки з гэтай сітуацыяй? Сталі вы дэлегатам ці не сталі вы дэлегатам гэтага з'езду? История действительно получилась очень смешной. Дело в том, что 6 января прошла внеочередная сессия Мингорсовета как раз-таки о выдвижении делегатов на Всебелорусское народное собрание. Меня на этой сессии не было, поэтому я уже знаю со слов там участвующих, что решили выдвинуть всех депутатов Горсовета. И возникло недопонимание. В Минске 57 округов избирательных, правильно, по выборам в местные советы. Логично, что 57 депутатов. Но так случилось, что с течением времени нас стало 55 действующих депутатов. И вот 55 делегатов было выбрано. Просто добрые люди посчитали, что два человека по какой-то причине не попали, и справедливо решили, что это я и Павел Владимирович. Но все было не так гладко. Я не знала списков, то есть я знала тематику этой сессии, но не знала, что будет так много, точнее, мы всем составом туда попадем. И в этот момент я находилась дома и узнала, что мало того, что без меня женили, оказывается, потом спасибо белорусским программам, у меня уже есть какая-то даже программа развития на ближайшие 5 лет по благоустройству города, по местному самоуправлению. Я даже не знаю, как это описать. То есть произошло что-то странное, непонятное, и вдобавок мне еще прилетело, что якобы я сама специально слила вот эту новость, что я и Павел Владимирович туда не попали, чтобы не попасть под санкции, про которые сейчас много говорят. То есть атрымліваецца, что вас усё ж таки абралі, так бы мовіць, дэлегатам з'езду, але вот як адбываўся працэс гэтага абрання? Наколькі я разумею, ўсё ж таки, народныя абраннікі, нейкі народ павінен набіраць дэлегатаў гэтага з'езда. І сам чалавек павінен быць не супраць таго, каб стаць дэлегатам. З вами атрымліваецца сітуацыя такая, што вас абралі без вашага на тое жадання, і невядома, хто вас абіраў. Да, как опять-таки процитирую коллегу своего неравнодушного, который дал эту информацию соответствующим источникам, что якобы я была не против, но, во-первых, я не знала, что меня включат в списки, я до последнего была уверена в этом. Возможно, они руководствовались тем, что депутаты — это представительский орган власти, да, и логично, раз нас избрали, мы уже представляем интересы народа, и они решили в обход всех процедур сами себя назначить делегатами. В общем, получилось, что, наверное, да, пойду на это собрание. Все ж таки пойдете?
Да. Так, вот сэнс, вот вы разумееце увогуле, вы можете патлумачыць, потому что ёсць вельмі шмат сумневаў, вот для чаго гэты сход, што на ім будзе такога сапраўды грунтоўнага вырашацца, вот з якой мэтай вы асабіста туды пойдзеце? Давайте так, я не знаю программу этого съезда, собрания, да, планируемого. Я не знаю вопросы, которые будут там подниматься, но я точно знаю, что все, что происходит в нашей стране, неважно, это какие-то политические моменты или что-то другое, нельзя бойкотировать. Потому что когда мы что-то бойкотируем, мы просто туда, получается, мы никак не участвуем. То есть не будет возможности у людей узнать информацию оттуда, что там происходило. Правильно? У меня не будет возможности послушать, о чем будет идти речь, у меня не будет возможности проголосовать за или против. Поэтому однозначно, я думаю, что так как я туда попала, туда идти надо. Другой момент, что нужно подумать о том, как информировать людей о том, что будет происходить на этом собрании. Я постараюсь держать в курсе, насколько это возможно, да, сейчас благодаря соцсетям и всему прочему. И, естественно, делать выводы, потому что, опять-таки, информация с первых рук, она все-таки самая верная. А то вот как получилось, меня не было на сессии, и произошел какой-то информационный бум. Але все ж таки вот гэтая інфармацыя про тое, что двух депутатаў Мінгарсавета не абралі дэлегатамі, яна адкуль пайшла? Таму што я читаю пэўныя тэлеграм-каналы, і там даводзіцца інфармацыя, што это нібыта вы самі разам з Бачарнікавым закінулі гэтую інфармацыю, каб про тое, для чаго вы гэта зрабілі, мы абмяркуем пазней, але ўсё ж таки вот вы можете патлумачыць, апроч того, что это может быть такое непаразуменне, ці это спецыяльна, адмыслова, ці можа быть вы сапраўды вот так вот кому-то подсказали, а скажите там вот, напишите у себе, нехте позвонили и сказали. Насколько мне известно, то есть как я про это узнала, так как у меня был, скажем, отпуск, и вообще 7 число, это, я думаю, как все мы отдыхали, мне где-то в обед переслали информацию из телеграм-канала «Честные люди» и «Белсат». Вот. Я не берусь сказать, может, честные люди тоже откуда-то это узнали. Я дальше не увидела вот эту вот логическую цепочку, как все пошло. Но вроде вот первый пост был именно у них. И потом, естественно, подхватил один канал, потому что новость достаточно резонансная, второй, и дошло это к вечеру до Нехты. Да, естественно, как только я про это узнала, я связывала с журналистами Белсата, с честными людьми. Мне пообещали как-то написать опровержение, потому что у меня была другая информация. Вот с Белсатом мы общались, наверное, в воскресенье. Я давала им комментарии на эту тему. Вот. Остальные... Я просто не читаю все телеграм-каналы, не отслеживаю. Атрымліваецца, што першапачаткова, просто хто там, я не ведаю, там альбо адміны, альбо журналісты, ведаючы, што павінна быць 57 депутатаў Мінгарсавета, даведаліся, што дэлегатамі сталі 55. И логично предположили, что кто две белых вороны в горсовете, только я... гэтыя вороны, якія хадзілі на мітынгі, да, естественно. Плакатам депутаты з народам, якія заклікалі сваіх калег выступіць супраць гвалту, і адпаведна што? Іх вот так вот вырашылі пакараць, не зрабілі дэлегатамі. Наверное, логика была такая. Хотя вот вы морально были готовы, что вас делегатом все ж таки не обяруць? Да. То есть вот была бы эта крыўда такая, як это так, вот мяне, депутата, Мінгарсавета, и вот на усебеларускі народны сход, целую гістарычную падзею не обрали делегатом? На самом деле нет. Мне кажется, как только стали появляться новости про вот это собрание, про количество людей, приблизительные темы, да, то есть, возможно, что это конституция или какие-то реформы. Мне как-то... Вот я логично ровно так же предположила, что меня с моей точкой зрения туда не возьмут. Для красивой картинки, чтобы, знаете, вот это единогласно было вот «за». В прынцыпе, калі ўсё ж такі зараз
робяцца нейкія, ну прынамсі заявы пра тое, што нам патрэбны дыалог у грамадстве, што нам трэба пачуць адзін аднаго, а у нас жа ж цэлы год народнага адзінства, то я ўвогуле чуў такую інфармацыю, што нават ад апазіцыйных партый будуць запрашаць па аднаму прадстаўніку на гэты сход, то чаму вас не запрасіць? Вот паказаць, альтэрнатыва ёсць, ну ёсць там вот альтэрнатыва, там адна Цісакова з Бачарнікавым, ну плюс можа быць там, калі пойдуць пару чалавек ад апазіцыйных партый на 2700 дэлегатаў, ну і што это, кропля ў моры? Может, да, опять-таки для того, чтобы показать свою лояльность к происходящему, что вот мы идем вам навстречу. Другой вот момент в том, дадут ли нам высказаться. Потому что все-таки мне кажется, что максимум, который это может быть, когда мы можем высказать свое мнение, свою позицию, это будет голосование за какой-то момент. Вось, дарэчы, вы фактычна зараз адказалі на пытанне. Сергей Шулігін пытаецца, ці плануеце задаць нейкае пытанне на гэтым сходзе і якая працэдура, ці можна гэта? Вот ведаеце, якая там будзе працэдура? Ёсць магчымасць, там, скажем, будуць пытанні ад усіх жадаючых? Я, если честно, даже не в курсе, то есть ни как это будет происходить, ни тема, ничего. То есть я и не интересовалась, потому что была уверена, что не попаду. И так как только совершенно недавно вернулась в город, буквально тут второй день, пытаюсь понять, что с этим делать, да, какой есть запрос в обществе, потому что, опять-таки, задавать какой-то вопрос, нужно понимать, какой вопрос нужно задать. Ну вот, в прынцыпе-то можна рыхтавацца загадзя, атрымаецца, не атрымаецца, гэта адно, але раптам вот дзёрнуць і скажуць, так, Цісакова, выйдзі там і скажы што-нибудь. І выйсці и сказать абы что, ну, будет не прыгожа. Нет, это однозначно, что мы будем готовиться, да, то есть... Вот про что б вы хотели спытацца? Вот калі уявім сабе, что у вас есть магчымасць. Вот кажуць, мы ведаем, поглядели эфир на Еврорадио, и ведаем, что Ольга Цісакова не супраць тут нейкую тэму ўзняць. Вот что б вы сказали? Якое пытанне задали? Ці якую прапанавалі тэму для абмеркавання? Как мы до этого докатились? Вообще белорусского сходу? Да. Потому что сейчас происходит столько событий, почему-то многие считают, что это совершенно недавно возник запрос в обществе. Но он был давно, и был ряд причин, действий. То есть мы планомерно, маленькими шагами шли вот к той ситуации, которая у нас случилась. Да? Выборы, насилие, сейчас вот эти непонятные тюремные заключения, преследование журналистов, преследование обычных людей, которые боятся вечером выйти из дома. То есть меня интересует, вот почему возникла такая реакция. То есть надо найти первопричину того, что пошло не так. И желательно, чтобы это не я сама вслух озвучила. А вот мне цікава, вы все ж таки выдатна ведаеце сітуацыю, якая ў нас в краіне, не проста як грамадзянін краіны, не проста як дэпутат, як чалавек, які в свой час выходзіў на маршы, які зараз сустракаецца з выбаршчыкамі, які чытае навіны. І вот, скажем, да вас звяртаецца, ну, скажем, хтосьці з вашых выбаршчыкаў, якога затрымалі за, ну, не ведаю, за бел-чырвона-белы сцяг на балконе. І вы, як дэпутат, вырашылі прыйсці і адстаяць правы свайго выбаршчыка. Прыйшлі у пастарунак міліцэйскі, у РУС, дзе зараз гэты чалавек знаходзіцца. Вот як вы думаеце, чым для вас такі паход скончыцца? Вам там скажуць, да, таварыш дэпутат, мы зараз вот все выправім, ці апыніцеся радам побач з гэтым вот затрыманым вашим выбаршчыкам? Скорее всего, второе. Но то, что вот касается флагов, как раз у депутатов есть другие возможности для реализации запросов граждан. Потому что одно дело, когда забрали одного человека за этот флаг, совершенно другое дело, когда забирают их сотнями за ленточки, за браслеты и все прочее. И совершенно недавно, вот под Новый год, я написала запрос соответствующий прокурору города по поводу объяснения постановления ГУВД Мингорисполкома,
что якобы у нас на балконе, если вывесить флаг, это является пикетированием. Я попросила объяснить с законодательной точки зрения, что это значит. Потому что в полномочия депутата, в законе о статусе депутата, есть такой пункт, что если депутат видит нарушение законности, он вправе обратиться в соответствующую структуру с разъяснениями. Так как у нас милиция не пишет сама законы, она их не утверждает, нужно обращаться конкретно в орган либо юстиции, да, то есть тот, который контролирует, либо в парламент за трактовкой более подробной, на каком основании решили, что вывесить 2 футболки белого цвета и 1 красного в своем личном пространстве, потому что, согласно КоАП, у нас балкон не является общественным местом. Вот, это считается пикетированием. Пока пришел ответ, то, что прокуратура перенаправила это почему-то в МВД, мой запрос. Ну, ждем дальше развития информации. То есть, естественно, я стараюсь реагировать на такие запросы, но, к моему большому сожалению, один депутат ничего не решит, если прийти разбираться вот в РУВД. Алена Жданович перакананая, што вамі на гэтым вот усходзе, як дэлегатам сходзе, просто скарыстаюцца і нічога вы там не зможаце зрабіць. Сергей Егоров пытается у вас, что задать пытанне не складана, а дзе шукаць адказы на гэтае пытанне і ці можна, дзе будете выпрацоўваць нейкія рашэнні по гэтых вот пытаннях. Ну, вот задали вы пытанне. Вот усім, гледзячы ў вочы 2700 дэлегатам, як мы до гэтага дакаціліся. Ну, нехта там паглядзеў наверх, нехта там телефон, промаўчалі і ўсё. А вот сапраўды адказ. І далей што? Вы знаете, тут скорее взывание к совести получается каждого. Мы сами можем себя абстрагировать от каких-то пачынаючы са жніўня, вы вот так вот звяртаецеся да сумлення сваіх калег, дэпутатаў Мінгарсавета. Дастукаліся за гэтыя месяцы? Нет. Ну, у меня нет полномочий, понимаете? Нет никаких рычагов. У нас так система построена, что депутат не может вот прийти, стукнуть кулаком по столу и сказать: так, разберитесь, пожалуйста, с этим безобразием. Мне скажут, что это вы здесь творите безобразие, и с вами и будем разбираться. Единственное, что я могу, это, повторюсь, это как-то рассказать о том, что было, поднять какие-то вопросы и, зная людей, которые будут делегатами, во-первых, рассказать про этих людей, да, и уже может, вот, я все-таки верю про сомнения, потому что, точнее, про совесть, потому что, вот, зародив зерно сомнения, есть сподвижки. Они небольшие, но они есть. Люди начинают по-другому смотреть на ситуацию и начинают действительно задумываться, может, мы что-то делаем не так, может, вот тут стоит как-то по-другому подойти к решению этого вопроса. Я все-таки надеюсь, что если у меня будет возможность задать, ну, сейчас это был, да, какой-то абстрактный вопрос, либо у меня будут более конкретные вопросы, это все-таки породит это зерно сомнения у людей, и когда мы дальше будем с ними общаться, это будет как-то легче проходить. Решения, либо, может, нам все-таки пойдут на какие-то уступки. Ведаеце, я б з вами пагадзіўся, калі б сапраўды там сярод гэтых дэлегатаў былі людзі, ну так вот, якіх абіралі, якія вот прыехалі, якія, можа быць, дзесьці там прыехалі з рэгіёнаў і сапраўды не чытаюць там навіны, не глядзяць эфіры Еўрарадыё, там не чытаюць все, што адбываецца, і вот вы ім так вот яны задумаюцца. А тут атрымліваецца, вот, гледзячы на тое, як выбіралі дэлегатаў вот, у вашым Мінгарсавеце, там же все люди как бы проверенные. Назначенные, да. Да, прызначаныя. Дэпутаты Мінгарсавета, дэпутаты палаты прадстаўнікоў поўным складам, прадстаўнікі розных выканкамаў і гэтак далей, гэтак далей. Гэтыя людзі, якія выдатна ўсё ведаюць, яны выдатна разумеюць,
якая ў іх пазіцыя, яны зрабілі выбор. Вот ім сумневы, і, по-моему, у іх уже няма ніякіх сумневаў. Я все-таки верю в лучшее. Я верю в то, что все мы боимся что-то сделать. И главное сделать первый шаг. Возможно, если так сложится, я как раз сделаю этот первый шаг. И так как люди все разумные, все сделали осознанно свой выбор, может, вот будет зерно сомнения, а правильно ли мы его сделали? Яшчэ один момант. Як вы думаеце, ўсё ж такі, вот зараз вы сказалі пра тое, што нягледзячы на тое, што ёсць сумневы ў патрэбнасці, неабходнасці ўсяго гэтага сходу, вы на яго пойдзеце. Вам, як чалавеку, які праявіў сваю, ў прынцыпе, такую годную грамадзянскую пазіцыю, і зараз вот ісці на гэты сход, ведаючы, не ведаю, так, папярэджанне, назовём гэта так, якое агучыў Павел Латушка, што ўсе ўдзельнікі гэтага схода будуць унесены ў санкцыйны спіс, што яны трапяць у вот адзіны рэестр злачынстваў і гэтак далей. Вот вы-то, ведаючы, што хутчэй за ўсё так і будзе, няма ніякіх сумневаў? Сомнений нет. Я еще раз повторюсь. То, что мне не нравилось в озвучивании новости, вот этой, когда анонсировали собрание, то, что опять что-то собирается, опять закрытое, непонятно, кто будет, непонятно, что будут обсуждать, непонятно, что будут решать. И если у меня есть возможность узнать это и рассказать про это людям, значит, буду ездить отдыхать в Россию. Что поделать? То есть вы готовы потрапить под европейские санкции, поставить крыш на магчымасці выпить кубачак кавы у тени Эйфелевой вежы дзеля того, каб вельмі такая міфічная мара зарадзіць нейкае зерне сумневаў і дагрукацца да сумлення удзельнікаў гэтага сходу. Про мечту это громко сказано. Скорее, я все-таки упираюсь на то, что это будет источник информации для людей, альтернативный источник информации, потому что там не будет журналистов, я так понимаю. Точнее, не будут, да, но явно не Еврорадио или другие. Там будут честные журналисты, а нечестных не будет. Все нормально. Вот. Пусть я побуду вот этим плохим человеком, который расскажет нечестные новости. Але як вы думаеце, сама вось все ж таки гэта агучанае папярэджанне Павлам Латушкам, яно для некага мае, от можа яно разам з вашымі словамі, якія зараз прагучалі, неяк так зарадзіць нейкія сумневы у галавах, не знаю, прадстаўнікоў якіх-небудзь выканкамаў, што, можа быць, і сапраўды не варта ехаць, ці ўсё ж таки лаяльнасць тут больш важная для іх? Вот як вы думаете, вот спрацуе гэта папярэджанне ці не? Очень хотелось бы верить, что да, потому что все-таки люди едут статусные, да, с определенными, то есть у кого-то есть активы за границей, и у кого-то дети учатся за границей. То есть это ударит по больному. Здесь скорее вопрос, перевесит ли вот эта перспектива этого лишиться и перспектива оказаться в немилости прямо здесь и сейчас. Такой опасный вопрос. Да. А як вы думаете, вот эта перспектива апынуцца ў немилости, вот як вы кажете, яна чым пагражае? Это человеком с системы. Вот вы зараз у немилости. Да. И вот что вам стало, вот что вы стратили, что вы здабылі? Вот вам зараз ад гэтага, все, вот уже здаецца, жыць далей не маяк, ці што? Я, конечно, утратила какое-то душевное равновесие. Психологический комфорт — это точно не про последние несколько месяцев. Но мне проще говорить, потому что все-таки я не получаю за это деньги. Это общественная нагрузка. Меня нельзя, как оказалось, оттуда уволить. Меня можно только порочить, полить грязью, посадить моих знакомых, угрожать мне и родным.
как бы... А вот люди, которые там работают, у которых это единственный источник дохода, которые долгое время к этому шли, они действительно старались, то лишиться все в один момент, конечно, своя шкурка ближе к телу. Вот пишуць, Канапацкая і Анісім таксама думалі, што нешта зменяць, калі пагадзіліся стаць дэпутатамі палаты прадстаўнікоў, але нешта не атрымалася. Гэта іх выкарысталі як шырму і не больш за тое. Ну, маўляў, намёк на тое, што і вамі скарыстаюцца вось як шырмай, калі вы туды пойдзеце і скажуць: вот глядзіце, у нас нават такая вольнадумка Тесакова тут представленная. Может, так и будет. Понимаете, когда люди говорят, что хотят изменений, все считают, что это по щелчку пальцев изменится все. Изменения незначительные. Они в первую очередь происходят во мне, они происходят в тех людях, с которыми я общаюсь, которые узнают новости. И мне кажется, это такая небольшая цепная реакция, мне кажется, она скоро станет большой, но с чего-то надо начинать. Да, возможно, это будет очень красивая картинка, представление для госканалов. А с другой стороны, мы вот завели как раз тоже перед Новым годом телеграм-канал мой, где я информирую исключительно о своей работе, о вопросах, которые мы поднимаем. У людей есть возможность, не выходя из дома, не приходя ко мне на прием, написать свои вопросы, предложения. Не только пишут люди моего округа, а в принципе из города. И это, мне кажется, хороший источник получения информации, повторюсь, из первых рук. И это тоже, мне кажется, идея, это тоже изменение, это тоже прозрачность, намек на прозрачность вот этой политической системы. Так, Ольга, тема катосаў стала тэмай канцэртаў во дварах. Вы такая прынцыповая дэпутатка, пратэсная тэма спадручней, нешта я не зразумеў, што хацелі сказаць гэтымі пытаннямі. Ну, дарэчы, вось Ольга, я, як вот, в прынцыпе, спрабую ведаць усё, што адбываецца, пра катосы ад Ольгі даведаўся, што гэта такое, як гэтым можна карыстацца. І у мяне у маім двары на гэтыя выходныя мясцовы катос праводзіў калядкі. Выдатна атрымалася, проста людзям трэба расказаць, што яны могуць, на што права маюць, таму што шмат хто проста не ведае, чым можа карыстацца. Именно поэтому мы и сделали вот единый источник получения информации, потому что можно прочитать законы, можно посмотреть инициативу Координационного совета, они про катосы тоже рассказывают с осени, можно посмотреть различных политологов, которые рассказывают. КАТОС — это базовая форма самоорганизации, которая прописана в законодательстве. Это вот то, что мы называем, по-хорошему должно быть, да, настоящим самоуправлением, которое начинается с вашего дома, с вашего подъезда, с вашего двора. Долгое время они не были так известны, потому что, наверное, люди не видели либо их работы, либо сознательно этим не интересовались. Но если у людей есть желание, пожалуйста, открываем законодательство, открываем сайты, пишем запросы своим депутатам, которые вам расскажут, какие катосы у них есть. Можно написать в исполком, но, к сожалению, мы проверили на практическом опыте, что когда пишут обычные люди запросы в исполком, они получают ответ достаточно краткий, чем пишет депутат. Вот мы, кстати, тоже собрали очень-очень много вопросов по КАТОСу, по их функционалам. Я свое обращение уже выкинула в телеграм-канал, опубликовала его. Ждем ответа. И люди могут это брать как шаблоны и использовать для работы в своих районах. Дарэчы, вось тут пишуць про тое, што нягледзячы на тое, што вас нібыта уже ўключылі ў спіс дэлегатаў, що ж таки вас туды не пусцяць. Не ведаю, на чым грунтуюцца такія вось меркаванні, але, можа быць, паслухалі вас зараз і
і думаюць, што да, відаць, такога чалавека не дапусцяць туды. Але як вы думаеце, ну вот раскажаце вы людзям пра тое, што адбываецца, але людзі і так у прынцыпе здагадваюцца, што гэта ўсё для галачкі, што это вот чыста самі для сябе робяць улады вось гэтую такую карцінку, і ўсё, там няма чаго чакаць ад гэтага мерапрыемства. И поэтому мы должны сложить руки на коленях, посидеть и сказать, как раньше. Ну, они сами разберутся, они сами все решат, и мы будем жить по их правилам. Нет, здесь же вот про то, что мы говорили. Изменения должны начинаться в нас. Если мы хотим... Так, ладно. Я надеюсь, меня сейчас тапками не закидают. Я скажу грубую вещь. Надеюсь, меня поймут. Это мое личное ощущение. Я согласна с этим выражением, что народ получает ту власть, которую заслуживает. Вот мы своим отношением, я ровно так же жила до августа, заслужила вот такую власть. И я не хочу, чтобы дальше было так. Если мы согласимся с тем, что происходит, значит, у нас будет новый виток, 26 лет еще или больше. Нягледзячы на тое, што заяўлена, што на гэтым сходзе пытанні канстытуцыйнай рэформы ці зменаў у канстытуцыю уносіць не будуць, абмяркоўваць не будуць, галасаваць не будуць, што это будзе некалі там на рэферэндуме вырашацца невядома праз колькі гадоў ці дзесяцігоддзяў. Але раптам некаторыя кажуць, што могуць жа ж як тайную інаўгурацыю ў свой час правялі, так і зараз на гэтым сходзе. А зараз, спадары дэлегаты, вот вам проект, быстренько голосуем за яго. Вот, ну, вот такую нечаканачку. Як вы думаете, ці магчыма такое? И что вы будете робить в таким выпадку? Вероятность такая есть, это точно, потому что ходят разные слухи. До меня дошли слухи, не знаю, правда это или нет, что собираются признать символику вот эту БЧБ фашистской, запретить ее вплоть до уголовной ответственности за ее использование. Естественно, я буду против. Это не, ну чакайце, гэта ж павінна быць нейкім как бы заканадаўчым актам прымацца, то есть это павінны рабіць дэпутаты, калі і прымаць такое рашэнне. Ну, если говорить в целом, у нас Всебелорусское собрание не может быть законодательным органом, да, и депутаты сами себя туда тоже утверждать не могут, но все у нас делается очень странно, так как нужно некоторым людям, поэтому если им это надо будет, значит, так и произойдет. А якую законную юрыдычную моц будзе мець прынятае ўсебеларускім сходам рашэнне, ну, да прыкладу, аб прызнанні бел-чырвона-белай сімволікі, не знаю, там, нацистской, фашистской, те еще какой-нибудь. Если мне не изменяет память, все решения собрания имеют рекомендательный характер, да, как и референдума. То есть, ну, не обязательно для исполнения. Другой момент, как это могут обернуть, что вот это мнение большинства людей, и чтобы, так как у нас, например, сейчас коронавирус и большие затраты, чтобы не проводить референдумы, еще что-то, мы, пользуясь случаем, проведем этот законопроект. Может быть и так. Ну вот вы кажете, я буду супраць. Там 2698 голосуюць за, і вот вы там і Бачарнікаў, да прыклад, супраць, і што гэта зменіць? Ці супраць ваша праявіцца ў нейкіх іншых формах? Мне кажется, во-первых, это пока они будут обязаны обнародовать результаты голосования, да, и это уже увидят, что на этот съезд попали те люди, которые проголосовали против. Значит, не все так гладко, как могло бы быть. Во-вторых, естественно, это будет моя личная позиция, что мне станет легче от того, что я к этому отношения не имею. К тому, что будет происходить, я не приложу руку. Это будет не моя ответственность. Павел Рудніцкі, у любым выпадку дзякуй вам, Ольга, за мужнасць, прынцыповасць і жаданне нешта рабіць дзеля народа. Алена Жданович, тапкамі не закідаем, але 26 гадоў ужо не будзе, максімум год. Ну, вот, это оптимистичный прогноз. А у вас, дарэчы, аптымізму пасля вот жнівеньскага гэтага вашего аптымізму паменшала зараз? У меня нет.
У нас не получилось все быстро получить, да, как люди хотели, но мне кажется, это правильно, потому что у нас сейчас есть время принять, да, пересмотреть свои взгляды на жизнь и понимать, что надо вести себя по-другому, надо вот во всем участвовать, что самоуправление рождается, как я говорила, у нас вот с меня, с вас, с наших близких. И когда у нас будет выстроена четкая система, то не допустится в дальнейшем такой ситуации. Ольга, на заканчэнне, можа, такое не вельмі прыемнае пытанне. Вы не хаваеце да гэтага часу, што ў жніўні хадзілі на мітынгі, на шэсці, што хадзілі з плакатам дэпутаты з народам, а у свой некалькі часу таму Лукашенко заявіў, памятаеце, так пагрозай: знойдзем кожнага і кожнага пакараем. Вот не думаеце, што дойдзе чарга і да вас, і, можа быць, не толькі 15 сутак дзе-нибудь у Жодзіна, а и криминальная справа за организацию массовых беспорядков? Да, меня уже предупредили. Ну, то есть я знаю, что я просто в списках. И я понимаю, что ими руководствуется достаточно разумное предположение, что им сейчас невыгодно меня сажать. Ну, если у нас в течение года ничего не изменится, у меня закончатся полномочия осенью следующего года, и за мной приедет бус без номеров. Да, вполне. Нема жадання не чакаць гэтага буса, а куды-нибудь вот з'ехаць? Нет, уезжать я точно не хочу. И, конечно, у меня нет желания сидеть, ждать, сложа руки, да, поэтому я стараюсь, насколько мне это позволяет мои, как писали, принципы, мои возможности, что-то менять в этой ситуации. Пусть это капля в море, но эта капля будет от меня. Ну что ж, высветлілі, што ўсё ж такі інфармацыя была непраўдзівая. Ольга Цісакова у спісах дэлегатаў усебеларускага сходу ад Менгарсавета. Больш за тое, нягледзячы на пагрозу трапіць у санкцыйны спіс, яна ўсё ж такі вырашыла туды пайсці дзеля таго, каб нам потым расказаць пра тое, што ж там ўсё ж такі адбывалася, што вырашалі і хто як галасаваў. Дякую вялікі. Ольга Цісакова. Спасибо. Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.